Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев, а у нас в гостях традиционно Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. В рамках нашего цикла мы говорили сначала о башкирских родах, потом перешли к истории башкирских восстаний, а теперь мы будем разбирать отдельно взятые темы, отдельно взятые эпизоды нашей истории, которые имеют важное историческое значение с точки зрения башкирского народа. Сегодня хотим обратить внимание на вопрос шиханов, а непосредственно горы Таратау, которая в этом году, проблема вокруг этой горы стала вновь актуальной, поскольку башкирская содовая компания объявляет то, что единственным источником сырья для продолжения ее работы, который удовлетворяет их требованиям, является Шихан Таратау. И они ставят условие, что мы можем работать только в том случае, если с горы будет снят охранный статус. На эту тему пошли сюжеты в различных СМИ, в том числе в федеральных. На эту тему высказываются деятели правительства Российской Федерации, члены Министерства промышленности говорят, что надо поддержать предприятие и гору разработать. В республике на этом фоне идет дискуссия. Большая часть общественности, конечно, высказывается за сохранение горы, но мы не можем не учитывать и мнение тех, кто работает на этом предприятии, потому что, в общем, им объясняют, что без этой горы они развиваться дальше не смогут. Как бы ни было, нам нужно разобрать историческую подоплеку этого вопроса, потому что аргументы у защитников разные. Кто-то говорит о том, что просто гора уникальна, вот она одна такая на свете, и, в общем, надо ее сохранить. Кто-то говорит с экологической точки зрения, что там растут краснокнижные растения, и поэтому нужно ее сохранить. Кто-то уповает каким-то историческим данным. И вот именно эту часть вопроса мы должны сегодня с вами, Салават, разобрать. Если начать с того, что вы, наверное, все-таки сторонник того, чтобы сохранить эту гору. Да, я сторонник того, чтобы сохранить эту гору, но начну немножко издалека. Я не эколог, я не экономист, и не могу рассуждать о горе с точки зрения экологии или экономической целесообразности, разработки и так далее, и так далее, и так далее. Я все-таки хотел рассмотреть именно историко-мифологический, культурный аспект этого вопроса. Но я сам ведь родом из Стерлитамака, и на моих глазах эту гору всегда, выходя на балкон, каждое утро эту гору видел. До этого там была гора Шахтау, и это тоже прекрасно помню, как она сначала стояла такая конусообразная, потом постепенно превращалась в трапецию. Конус такой стоял, силуэт на горизонте. Сначала конус, потом трапеция вот так все снижалось, и куда-то ушла. И сколько вот я помню, я жил в Стерлитамаке, всегда там была очень дрянная экология. Дышать людям невозможно было. Вот я даже помню, утром выходили в школу, и вот много таких было, ситуаций, когда буквально вот мы шли на ощупь, потому что с завода ветер дунул, смог сел, ничего не видно, дышать ничего невозможно. Это были советские времена, партия сказала надо, комсомол ответила есть, там все что угодно могли отдать под снос, и вот таким образом Шахтау разработали, но теперь ведь 21 век, сейчас и сода не выполняет для города ту функцию, которую раньше выполняла. Там было несколько мощных предприятий, и практически все население города работало на этих предприятиях. Сейчас ситуация изменилась, там на соде сколько сейчас, там 4 тысячи человек, что ли, работают. Ну, про 9 они говорят сами. Ну, преувеличенная цифра, спорить не будем. Сейчас ситуация другая, и всегда вот эти белые моря пресловутые, все это сбрасывалось в белую купаться в свое время тогда невозможно было. Экология отравлялась, и она отравляется сейчас. Поэтому всегда надо примиряться к эпохе, в которой ты живешь. Если для 60-х, 70-х годов это ничего в этом особенного не было, то теперь, живя в 21 веке, все-таки надо к вопросам экологии по-другому смотреть. Ну, а что касается феномена горы Таратау, гора, она уникальна с точки зрения башкирской истории, башкирской мифологии и так далее. Даже когда я в детстве был, поезжали же в походы и так далее, и сами пацаны постоянно бегали вокруг Белой горе Таратау, ходили на рыбалку и так далее. Уже тогда я же разговаривал с местным населением. Тогда, конечно, я на это не обращал внимания, но уже тогда я слышал от стариков, гора вот какая-то, она такая, что-то такое, понимаете? Я особо-то и не вникал, и не понимал даже. То есть они что говорили? Лучше не ходить, не подниматься? Не то, что там как-то вот у них там что-то такое особенное, понимаете? Не то, что сверхъестественное. Потом я вот уже через много лет уже спрашивал, что такое. Вот говорят, вот если гору снесут, то воды всемирного потопа хлынут из-под нее. Вот до сих пор вот такие поверья, что ли, ходило, и до сих пор оно ходит. Сейчас уже говорят, что там и святые люди какие-то были похоронены. И говоря вот о горе Таратау, тут нужно брать сразу несколько аспектов. Вот почему, если вот мы рассматриваем причины ее сакрализации, давайте все вот эти 3 аспекта рассмотрим. Древний мифологический, условно говоря, потом религиозный аспект и аспект культурно-исторический. Все 3 аспекта заложены в феномене горы Таратау в плане сакрализации. Что касается мифологического аспекта, был такой выдающийся мифолог, теоретик мифа, антрополог, философ Мирча Илиаде, всемирно известный человек, ученый. Вот он создал теорию мифа. И вот если вот мы будем рассматривать с этой точки зрения, то многое станет все ясно. Вот у него есть такое центральное понятие, как мировая гора, как центр мира. То есть, когда вот человечество
проходя свою эволюцию от примитивных сообществ, живущих, говоря вот по марксистской классификации, первобытно-общинном строе, вот они были локальны. Каждое вот это человеческое сообщество, оно находило объект своей там сакрализации, и возникало у них представление о том, что вот их территория – это и есть центр мира. Это у всех народов, абсолютно универсальный. Просто не у всех народов сохранилось вот это представление о том, что их земля и есть как бы центр мира. Вот, допустим, если у этих на территории проживания того или иного племени была гора, она превращалась как бы в центр мира или в ось мира. То есть аксис мунди, и вот есть такое понятие в теории мифа, аксис мундис, ось мира, который пронизывает три плана бытия: нижний мир, средний мир, где люди живут, и выходит верхний мир, где живут божества. У равнинных народов, когда вот равнинные народы, вот, наверное, вы и по фильмам видели, там какое-нибудь селение, обязательно посередине стоит какой-нибудь столб вкопанный, где указы зачитывают или преступников привязывают, казнят. У равнинных народов эту роль выполнял вот какой-то вот столб, вкапывали у племени. Постепенно принималось какие-то там религии. На этом месте, как правило, потом возводился какой-то культовый объект, и вот он становился именно центром мира. У многих народов не сохранилось представление о центре мира, у некоторых народов сохранилось. Например, какие-то народы, например, индийцы, вот у них в их мифологии вот гора Меру. Кто-то ее ассоциирует с горой Кайласа в Гималаях. В Японии это вот Фудзияма, центр мира, это вот где есть город. И башкиры как раз относятся к тем народам, у которых вот эта мифология, она не умерла. В виде эпоса Урал-Батыр она дошла до наших времен. И также вот до последних времен сохранялось представление: Урал, собственно, вот это и есть центр мира. И в разных частях Башкортостана существовали орографические объекты, то есть горы, которые ассоциировались вот именно с осью в этом центре мира. Одна из осей мира как раз и была вот эта гора Туратау. То есть не Шахтау, не Юрактау. Вот именно она. Почему мы так говорим, это будет ясно потом из дальнейшего. И как раз вот сохранилось представление, что гора, пробка, которая запечатывает воды всемирного потопа, ушедшие под землю, как раз перекликается. И это и есть продолжение даже эпоса Урал-Батыр. Это культурный герой, который побеждает первичный хаос у всех народов. Это океан, и олицетворение океана – это дракон. Представления, они дошли до какого-то периода. Конечно, мы не говорим, что это вот и в 20 веке это было. Понятно. Это именно какие-то вот отголоски вот тех древних представлений, которые там существовали. А у многих народов с принятием монотеистических религий центр мира смещается уже со своей родной земли. У иудеев это там становится гора Сион, где соберется весь Израиль. У христиан гора Фавор, где произошло там преображение Господне. У мусульман это гора Арафат в Мекке, где пророк Ибрагим получил знания свыше и так далее. Вот эти центры мира потом смещаются, но у башкир все равно не умирает вот представление о том центре мира. В XVIII веке на территорию Башкирии стали приезжать уже русские путешественники. И вот один из них, Иван Лепехин, академик, прибыл сюда, в эту часть Башкирии, и вот он проезжал мимо горы Туратау, и вот встретился с местным населением, и вот что он написал. Пишет Лепехин: «За свято почитаемая башкирцами гора Туратау принудила нас быть роскошными и возбуждать башкирскую неустрашимость вином». То есть никто не хотел за нее на гору залезать, и там смельчаков решили: на, выпей, до храбрости иди залезай. Но никто, однако, на сию гору с нами идти не хотел, отговариваясь разными обетами, которыми они горе должны, и которые еще не исполнены. Ибо без исполнения обетов взлазить на гору никто не сможет, разве кто хочет сам себе быть злодеем. Сожаление о башкирском заблуждении, Апачи, думая, что они отговаривались только для трудного на гору всходу, старался я им показать, что от горы ничего воспоследовать не может, и что она никакого обету не заслуживает. Но башкирцы, будучи от природы честолюбивы, а особенно те, которые из-за знатоков между ними почитаются, не очень весело слушали наши доводы. И, наконец, говорили, что, не упоминая о книге Чингис, в которой много о сей горе написано, два тамошних примерно сказать довольно. Ну и привет привезли, там, что якобы один там какой-то татарин, презирая сие свящее место и в возмездии башкирскому заблуждению на горе напакостил, но сия попытка даром им не прошла, ибо весь род его в короткое время вымер. Тут важно, что вот они испытывали какой-то благоговейный ужас перед этой горой, что боялись залезать. Это конец 18 века. И самое главное, что она упоминается в книге Чингиза, эта гора. Да. Что такое книга Чингиза? Такое устройство башкирского общества, когда вот они вроде бы, состоя из разных родовых кланов, в то же время составляли вот некое политическое единство. Выступали, в общем-то, как субъект политический, там, в отношениях с русским государством, в отношениях до этого, значит, с монгольским государством и так далее, и так далее. Вот это как бы идеология, вот это обоснование вот этого башкирского политического мифа о башкирской политике изложено в сочинении Кыса и Чингисхан. Или вот, как башкиры говорят, книга Чингиза. Там в Казани ее называют Дафтар и Чингизнама.
И вот там миф такой, вот предводитель башкирских кланов, там Бурджан-бей предводитель, там Кипчак-бей, там предводитель табынцев Майкей-бей, Юрматы-бей, все как бы названия, персонифицированные названия башкирских родов, то есть как бы антропонимы, в основе которых лежат названия вот этих родов. Вот. И Чингисхан, который бежал от своих братьев, которые, это тоже исторически было так, его братья преследовали, и вот он бежал, скрывался от них, и якобы он и бежал и пришел к башкирским беям. Те его нашли, не выдали вот этим его врагам, а наоборот провозгласили своим ханом. Фабула сказания такова, что без поддержки глав башкирских кланов, значит, ни один хан не может, как скажем, царствовать. И с этого идет как раз. Мы же что читаем? Там даже Даль говорит, что вот у башкирский народ каждый владеет своими вот этими атрибутами: птицей, там, тамгой, деревом и так далее, землей, как он верит, дарованный им самим Чингисханом. Вот отсюда, вот это и есть политический миф. Политический миф, это вот, допустим, в свое время был политический миф «Москва, Третий Рим», да? Никто же не скажет, что это какая-то дрянь, поскольку она определяла развитие русского государства, именно вот понимание, представление о себе как о Третьем Риме, в общем-то, и создал эту империю. То же самое и здесь. Вот этот политический миф для того времени, это же были средние века, это вот как раз, это было идеологическое обоснование существования башкирской политики. Вот в этом сочинении, где в Кысае Чингисхан упоминается гора Туратау. Вот. Как и писал, кстати, об этом Лепехин. В каком виде? Дело в том, что там предок был у Чингисхана Дабун-Мырген, так называемый. Здесь он называется Дуюн-Баян, но это одно и то же лицо. Монгольских предок Чингисхана. В этом сочинении утверждается ни много ни мало, что матерью вот этого Дабун-Мыргена была некая Гулям-Алек Курекле, которая, значит, была дочерью Алтын-хана. Эта Гулям-Алек Курекле жила возле горы Туратау. Ни много ни мало, в общем-то, в этом сказании утверждается, предок Чингисхана, какая-то прабабка жила у горы Туратау. А для чего это делается? Подвести обоснование потом. А почему же вот Чингисхан вот взял вот ни с того ни с сего, там, никому не даровал, а вот башкирам вот он даровал, да, там земли, атрибуты власти и так далее. Это как раз и есть переосмысление вот той ситуации, которая возникла, значит, в Башкирии в составе Монгольской империи, когда вот она приобрела свой, в общем-то, автономный статус в составе Монгольской империи и относительно привилегированное положение, как бы народ это все переосмысливал, и вот легло в основании этого мифа. И вот по представлению вот этих башкир, вся вот эта башкирская полития, весь вот этот порядок, в режиме которого существовала Башкирия, вот зародился у этой горы Туратау, что Чингисхан именно башкирам дал только потому, что его какая-то какая-то бабка жила у горы Туратау, и здесь фактически в этом сказании утверждалось ни много ни мало, что предки Чингисхана там по вот этой линии бабки были башкирами. Мы понимаем, здесь определенная политическая заданность, но она на то и политический миф, он именно объясняет. Тут важно, что они выделили не какой-то другой географический объект, а именно эту гору. А почему они ее выделили? Это же вопрос. То есть, потому что она до этого уже была, так скажем, для них вот этим самым аксис мунди. Надо же было куда-то вот этот привязать начало теперь уже политического мифа. Мы же говорим, что политический миф – это же уже историческое сознание, а люди уже пытаются как бы объяснить те вещи, которые документально не сохранились, но которые следует объяснить. И вот объясняется, а куда привязать начало политического мифа именно горе, уже до этого как бы являвшейся, так скажем, да, такой священной аксис мунди. И вот для этого эту гору и придумали. И потом, если вот мы посмотрим уже к другим, уже к историческим фактам, допустим, все башкирские ханы провозглашаются именно у этой горы Туратау. Вот все вот эти Чингизиды, Кучумовичи, которые привозились, все, значит, они появляются, первоначально везут их в эту Юрматынскую волость, и там не говорится напрямую, что вот прямо у горы, а вот всегда их везут почему-то в Юрматынскую волость. Ну, для чего? Вот прям откуда-то из Сибири везут в Юрматынскую волость, а потом обратно едут в Сибирь там воевать, да, или там в какую другую сторону. То есть, конечно, это наводит на закономерный вывод, что именно возили, значит, горе Туратау, и там, в общем-то... И теперь вот мы переходим к вопросу о названии Туратау. Дело в том, что уже установилось, что это стало общим местом, что это Тура, это крепость, да, и Туратау, соответственно, значит, с этим, конечно, можно поспорить, учитывая весь вот этот, значит, контекст предыдущий вот этого сакрального отношения к этой горе, да, то есть, наверное, все-таки не крепость-гора, а дело в том, что есть соответствующий термин, допустим, если мы обратимся к архон-енисейским памятникам тюркской, древнетюркской письменности, есть такое понятие торе, торю, и там оно по-разному произносилось. Оно пережиточно сохранилось и в башкирском языке, слово тур, говорят же на утор турында, да, то есть самое почетное место. Тур, от этого же происходит туря, да, начальник. Начальник. То есть это все забыто просто. А на самом деле, если вот мы откроем вот древнетюркский словарь Малова, издание 1969 года, 69-й древнетюркский словарь, то мы увидим, что вот это слово тур или торю, значит, как раз это означает высший закон, как Дхарма его переводит. То есть тюрки находились
в культурном влиянии вот этого индийского мира. И вот это слово «турю» или «торе», или сейчас у нас «тур» говорится, значит, оно переводится именно как «дхарма». То есть это перевод индийского термина «дхарма» на тюркский язык. Дхарма – это вот мировой закон в Китае. В китайской, значит, традиции, ну, к этому близко понятие «дао», да, то есть «дао». «Дао» – некая, значит, путь гармонии. Если ты идешь по пути этой гармонии, истины, значит, тебе сопутствует успех, если нет, против ты идешь, да, значит, ты будешь терпеть неудачу и так далее. И вот, что интересно, да, потом это понятие атури, и у монголов оно существовало, вот, допустим, Угадей Каган, когда вот убил некоего, значит, монгольского военачальника, несправедливо, кстати, и вот он говорил: я признаю вину свою в том, что по неразумной мести погубил человека, который перед очами хана, родителя, то есть перед отцом его Чингисхана, опережал всех в ревностном исполнении правды, туре. Уже в XVIII веке, вот у казахов что это слово «туре» означало? «Туре» означало просто всех чингизидов. Вот сродни религии, идеологии чингизизма, где, значит, вот сам род Чингисхана стал ассоциироваться с мировым порядком, понимаете, да? И когда ведь недаром, значит, Чингисхан, когда завоевывал страну, он говорил, значит, на небе Бог, а на земле, значит, Каган, Чингисхан, и это я, короче, понимаете? То есть, как бы тень Бога такая. Вот в чем дело. Дело в том, что как раз вот это название Торатау, оно со временем просто, поскольку звучание почти что одинаковое, Торатау, башкир говорит, Тора, чуть ли не Тора, да? Тора ведь тоже это закон. Так сейчас говорят, и кто-то говорит Тура, кто-то говорит Тора, кто-то говорит Тратау. Вот, ну, это как бы в терминологии, да, там уже как бы в книгах пошло Тратау, да, ну, не Тратау, значит, и не Туратау, Туратау. Но башкиры вообще-то говорят Торатау, Тора. Ну, а на самом деле это искаженное, то есть забытое старое название Тур. Тур или Туре, вот, или Туре. Откуда само это слово, значит, я же говорил, что это перевод дхарма, оно прямое, так сказать, заимствование это могло произойти из иранских языков, значит, потому что там рта, рита, да, то есть просто в результате метатезиса могло произойти. Вот, рита то же самое, что и дхарма, только уже в иранской традиции. Ну что ж, мы будем заканчивать сегодняшнюю программу. Я напомню, что мы сегодня говорили о сакральном, о священном значении горы Торатау, Шахана Торатау в истории башкирского народа. У нас в гостях, как всегда, был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. У микрофона был Руслан Валиев. Мы вернемся в нашу студию через неделю. До свидания. До свидания.